Слушай, Алсу, уже больше 3 лет исполнилось той самой легендарной фразе Хабирова про Техас, но и сейчас ее вспоминают, говоря о транспортной реформе. А вообще, вот, допустим, для тебя в чем ее смысл? Для меня смысл вот в этом счастливом часе, когда заплати один раз, пересаживайся сколько угодно, но доедь до своей точки Б. Вот для создания этой комплексной транспортной реформы пришлось приложить очень много непопулярных усилий, но, может быть, оно того и стоит? Ну, стоит, наверное, но сколько еще необходимо денег и терпения на все это потратить, чтобы довести все до ума? Вот в чем вопрос. Честно говоря, даже оппоненты отдают должное настойчивости власти, с которой она двигает вперед транспортную реформу, преодолевая естественные трудности и признаем искусственное сопротивление. Да? Ну, конечно, некоторые моменты требуют все-таки прояснений. Давай сегодня в 101 раз займемся этим. Дадим слово пассажирам сначала, а потом обсудим. Давай. Еще несколько лет назад улицы Уфы напоминали гоночные трассы. За победу в виде как можно большего числа пассажиров бились нелегальные перевозчики на убитых пазиках с баллонами на крышах. Причем часто в буквальном смысле на кулаках. А иногда и с оружием в руках. На остановках маршрутки сигналили друг другу постоянно. Но этот мир Дикого Запада остался в прошлом. И ехать ближе, и в этом районе нет машин. Была только одна маршрутка, а в этом хорошо сейчас. Едешь без проблем. На проспекте Октября, главной транспортной улицы Уфы, на отсутствие автобусов не жалуются. Умные остановки показывают, что ждать людям долго не приходится. Автобусы подъезжают один за другим. И уехать отсюда можно в любую часть города. Прекрасно, да, ходите? Прекрасно, я постоянно пользуюсь. А Прекрасно. на других маршрутах не знаете? На другие не знаю, я потому что 75-м постоянно пользуюсь. А на улице Гагарина ситуация иная. Когда подъедет следующий автобус и хватит ли в нем места — лотерея. 39-й маршрут. Плохо ходит. Ниоткуда не уедешь. Он до 8 часов только. Есть вопросы и у жителей Зеленой Рощи. Иногда ожидание автобуса занимает полчаса. По словам горожан, раньше ситуация была лучше. Здесь курсировал частный перевозчик. После 7 практически транспорта нету. Кроме 230-го на проспект, это нереально отсюда выехать. Проблемы с нехваткой маршрута в Уфе не сразу, но все-таки решаются. Несколько месяцев назад уехать с остановки Телецентр на 31-м автобусе было сложно, а то и вовсе невозможно. Однако сегодня работу маршрута удалось отладить. Примерно в декабре я обратилась и написала в Фейсбуке, что недовольна движением 31-го маршрута. Со мной связались представители Башавтотранса, задали уточняющие вопросы. И примерно через месяц я заметила, что 31-й-то начал ходить по расписанию. Сейчас по Уфе курсируют 550 автобусов среднего и большого класса. И это только государственный перевозчик. В 2021 году автопарк Башавтотранса пополнился 220 автобусами. В июне должны прийти еще 77 новых машин. Вот уже больше 3 лет с начала нашей транспортной реформы вокруг нее не утихают споры. Оно и понятно. Тема касается всех, а ее результаты оценивать в конечном итоге пассажирам. А тем временем за 3 года реформы общественного транспорта в Уфе полностью избавились от нелегалов. Старые чадящие пазики исчезли с улиц, закупили новые автобусы, почти из пепла возродили государственный Башавтотранс. Ввели карту Алга и возможность ездить с пересадкой по одной цене. Появились внятные правила работы для частных перевозчиков. Власти республики требуют от легальных перевозчиков легальной работы. То есть каждый рубль должен быть учтен. Сделать прозрачным денежный поток в маршрутках – еще одна задача транспортной реформы. Власти обещают ее скоро решить с введением брутто-контрактов. Что скрывается под этим непонятным названием и как это будет работать? Когда тема маршруток в Уфе перестанет фонить в соцсетях? Что думают частные перевозчики о новом этапе транспортной реформы? И при чем тут платные парковки в центре Уфы? Эти и другие насущные вопросы, которых много, обсудим сегодня в программе «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Фанис Батыров, владелец и руководитель частной транспортной компании, одной из крупнейших в Уфе. Олег Хмарин, руководитель управления транспорта и связи администрации города Уфы. И на прямой связи с нами из Санкт-Петербурга Олег Арефьев, известный эксперт в сфере общественного транспорта. Здравствуйте, уважаемые гости. Александр Владимирович, начнем с вас. И вопрос настолько же простой, насколько одновременно и сложный. На каком этапе транспортной реформы мы сейчас находимся? На сегодняшний день мы значительно обновили
подвижной состав, автобусы, которые есть по городу Уфы. И наша следующая задача – создать условия для перевозчиков любой формы собственности, и частных, и государственного, ГУП «Башавтотранса», чтобы тарифы, по которым они работают, позволяли им в том числе регулярно обновлять подвижной состав. Там в рамках 220-го закона четко сказано, что малый класс маршрутки – это 3 года, средний класс – это 5 лет, большой класс автобусы – 7 лет. Не старше они должны быть. Да? Для того, чтобы создать эти условия, есть механизмы. Это так называемые брутто-контракты, о которых вы сказали. Что это такое? Доступным языком, чтобы Доступным зрителю языком. было понятно. Доступным языком, да, все просто. Перевозчикам в результате перехода на брутто-контракты оплачивается транспортная работа. То есть денежные средства они собирают не для себя, да, потому что те денежные средства, которые они собирали для себя, на них невозможно вести. То есть социальная функция перевозок, она всегда подразумевает, что многие маршруты могут быть просто убыточны. Понимаете, да? А в таких условиях решать задачу обновления автобусов достаточно сложно. Поэтому часть этой нагрузки государство берет на себя. Александр Владимирович, вопрос для пассажира. Что изменится? Он что, платить не будет? Пассажир будет платить. Но пассажир получает новые автобусы в соответствии с самыми высокими и жесткими требованиями. И пассажир получает доскональное исполнение расписания маршрута. То есть все мобильные приложения, Яндекс.Карты, умные остановки там, где они есть, все это начинает работать как часы. Вы видите, что автобус приходит через 3 минуты, а автобус действительно приходит через 3 минуты. Это в идеале. К чему нужно стремиться? Это в идеале, но во многих городах нашей страны это уже работает именно так. Фанис Фараилович. Для нас это благо по регулируемым тарифам. Это вот объясняем просто. Пассажир рассчитывается за проезд. Эти деньги уходят, условно, пускай там единый оператор туда, да. А я, как перевозчик, результаты конкурсных процедур выиграл, условно, маршрут там первый, я по нему должен содержать. Там в конкурсной документации будет все прописано. Как, во сколько, по какому расписанию, по какому графику, по какой интервальности должен работать. Праздничные, выходные дни, учитывая все вот это. Я не должен отклонения от графика, от расписания. Расписание должен четко соблюдать. То есть вы должны выполнять все условия? Все условия, прописанные как в лицензии, да, правильно сказать, да? В контракте. Это уже контракт будет. И я должен исполнять. Если нарушение будет, они будут на понижение идти, штрафовать могут. Это все полномочия у них будут, части регулирования. Поэтому пассажиру это благо. Ему без разницы, куда деньги идут дальше это. Львиная доля недовольства пассажиров, Олег, да, она касается перевозок в Уфе. Давайте честно говорить, да. Соцсети фонят. Обращения поступают. Не хватает подвижного состава, недостаточно соблюдается интервал перевозок и много недостатков. Что делается вашим управлением, что делается городской администрацией, чтобы этот фон снизить, упорядочить? Но мы в своей работе активно сотрудничаем с Министерством транспорта, то есть мы движемся в едином направлении. Все те вопросы от жителей к нам поступают ежедневно. Мы их мониторим, анализируем и стараемся реагировать максимально быстро. То есть когда мы понимаем, что на том или ином маршруте у нас начинаются какие-то проблемы, в первую очередь, конечно, мы связываемся с перевозчиком. Выясняем, почему происходят какие-то неполадки, увеличен интервал, не хватает автобусов. Ну и стараемся выстроить диалог, чтобы перевозчики увеличивали количество автобусов на линии. Олег, а если, допустим, жалуются на вообще отсутствие маршрута на том или ином участке, который раньше был, а теперь его нет? Эта работа тоже ведется, то есть мы смотрим, как у нас застраиваются новые территории, то есть где появляются новые районы, где действительно раньше были маршруты, а потом по какой-то причине стали отсутствовать. И мы на перспективу, у нас есть такой документ, называется документ планирования, мы туда закладываем как раз-таки новые маршруты, потом мы их должны выставлять на конкурс, и перевозчики участвуют в этом конкурсе, выигрывают его и начинают перевозить. Давайте подключим к нашему разговору Олега Арефьева. Олег, скажите, пожалуйста, вот вы же хорошо слышали, о чем мы сейчас говорили, да? Да. У вас есть вот вопросы либо комментарии к тому, о чем говорил министр и начальник городского управления транспорта? Транспортная реформа – это построение экономически эффективной транспортной модели, обеспечивающей устойчивое развитие самой системы в дальнейшем.
Почему это важно? Потому что обновление парка – это здорово. Конечно, никто не спорит, что пазикам в городе не место, что город достоин хороших, больших, просторных автобусов. И мы на этом пути, наверное, сделали больше многих городов. То есть нам есть возможность... Это позитивный момент, вы это не отрицаете, да? Однозначно, тут вообще сложно это отрицать и сложно с этим спорить. Проблема в другом, что при низкой эффективности использования этого парка мы двигаемся не вперед из точки А в точку Б, а мы двигаемся по кругу. Почему? Потому что я вам скажу, я сейчас не буду там на какого-то перевозчика конкретно зацикливаться, я просто скажу простой пример, что, допустим, если сейчас мы заключаем по брутто-контракту с любым перевозчиком договор, он, значит, берет в лизинг автобус, даже не вкладывая первые какие-то средства, 3 года эти автобусы эксплуатирует в лоскуты, 3 года получает от государства деньги, через 3 года автобусы развалились, он свою прибыль экономическую получил, платя лизинг с получаемых денег, и через 3 года ушел. А через 3 года мы кого-то должны ставить нового искать, не факт, что он пойдет, не факт, что он найдется. То есть у государства нет гарантии, у заказчика нет гарантии на перспективу 5-10 лет. Олег, спасибо большое. Это уже сформулировано как вопрос, да? Вполне возможно, и да. Да, в продолжении разговора. У нас есть прекрасная возможность учесть тот опыт, в том числе и негативных, других регионов, других крупных городов. И на чужих ошибках абсолютно учиться, точно. да? Именно этим мы в данный момент и занимаемся. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. 3,5 миллиарда рублей потратили пассажиры в Башкирии на общественный транспорт в 2021 году. На 1 миллиард рублей больше, чем в предыдущем 2020. Это официальные данные. Между тем, по оценке экспертов, денежный оборот в этой сфере в республике достигает 10 миллиардов рублей в год. Как оценивают процесс легализации и контроля сами перевозчики? Посмотрим, обсудим. Закупка новых автобусов – шаг важный, но для удобства пассажиров при этом необходимо четкое соблюдение графиков движения и понимание, когда нужный маршрут окажется на остановке. Каждый автобус – это стрелочка на карте. По ней можно определить точное местонахождение машины с погрешностью в несколько метров. В Башавтотрансе вот уже год работает автоматизированная система управления транспортом. Из диспетчерского пункта с помощью спутниковой навигации отслеживается движение всех автобусов государственного перевозчика. Чтобы наши пассажиры не ожидали долго свой транспорт на остановках. Увидели это в мобильных приложениях, информацию на умных остановках. Вся техника стоит в кабине водителя. Автобус подъезжает к остановке. Диспетчер видит скорость 40 км в час. Идет согласно графику. Под постоянным спутниковым контролем водители стали пунктуальнее. В заторах мы застреваем, там как бы опоздание происходит, мол вы опаздываете на какое-то время. И там опережение, например, и придерживается как бы всему этому графику, и он помогает как бы движению нам всему. Пассажиру не важно, да, то есть выпал снег, его нужно убрать, а наша задача довести своевременно. И опять же, вот это мы говорим и возвращаемся к расписанию. Вот, чтобы выполнить это расписание, конечно же, должны быть вот эти моменты. Ну, возможно, может быть, еще учесть на определенных дорогах улиц Уфы выделенные полосы для общественного транспорта. Отслеживать движение автобусов могут и обычные уфимцы с помощью мобильных приложений. Правда, данные с экранов смартфона не всегда совпадают с теми, что наблюдают пассажиры в реальности. Благодаря интерактивным картам каждый человек со своего смартфона может посмотреть, где едет его автобус. Вот мы сейчас по карте видим, как 2 маршрута Башавтотранса, 290 и 2 автобуса идут друг за другом. Давайте посмотрим. Вот один 290 у нас повернул на Цурюк, и сейчас он должен у нас здесь появиться. Вот он. На карте этот автобус отображается как 290, на самом деле он 226. Тоже проблема. Иногда наблюдаются проблемы с несоблюдением интервалов. Автобусы идут то один за другим, то наоборот. Ждать приходится дольше, чем обычно. Но так или иначе, система постоянно совершенствуется. Еще несколько лет назад в уфимских автобусах нельзя было расплатиться картой. А сегодня появилась единая для всего городского транспорта карта «Алга», которая позволяет экономить на проезде. Число пользующихся новшеством пассажиров постоянно растет. Если в начале нашего проекта большинство оплат происходило за наличный расчет, то на сегодня оплата наличными деньгами упала до 20%, 80% оплачиваются безналичными средствами. И из этих безналичных средств оплата нашей транспортной карты «Алга» составляет почти 60%.
часто приходится слышать, давайте откровенно говорить, часто приходится слышать вопросы и даже упреки некоторых участников рынка, в том числе и бывших, что государство и муниципалитет в лице и Минтранса, и городской администрации предпринимает все необходимые меры, чтобы якобы вытеснить определенных участников рынка в пользу Башавтотранса, государственного перевозчика. Вот насколько эти претензии вообще соответствуют действительности тому, что реально происходит? Мы несем очень важную социальную функцию. Перевозчики несут очень важную социальную функцию. Безусловно. Люди должны своевременно уезжать, люди должны своевременно приезжать. Но при этом в деятельности частных перевозчиков, вот той системы, которая у нас существовала до недавнего времени, и сейчас она еще где-то присутствует, да, фиксируется такое количество нарушений, да, что один грамотно составленный иск от лица, там, допустим, городской администрации или Министерства транспорта позволяет деятельность фактически любого частного перевозчика прекратить. Можно пытаться с ним проводить работу, что мы делали, собственно говоря, всю осень, да, уговаривать, объяснять, говорить, в каком направлении развивается ситуация, вот в том числе в рамках обозначенных брутто-контрактов, и что ему, как перевозчику, надо было бы предпринять для того, чтобы он в эту новую систему работы смог участвовать, да, успешно участвовать. То есть, если перевозчики готовы принимать правила, внятные, прозрачные правила игры, то они спокойно могут оставаться в этом рынке и работать. Абсолютно точно. Кто-то нас слышал, кто-то нет. Да? Вот возникнет вопрос, ну вот если можно, там, перевозчики нарушают, деятельность можно прекратить, почему вы этого не делаете? Мы не делаем это потому, что они несут важную социальную функцию. Да? Мы же не можем прекратить деятельность частных перевозчиков в городе, да, полностью. И каким образом тогда перемещаться людям? Во-первых, у нас есть антимонопольное законодательство. Понятно, поэтому приходится как бы вести себя с ними путем уговоров, там, путем как бы убеждений к исправлению существующих Перед ошибок. тем, как переходить к принуждению, надо сначала использовать метод убеждения. Да. Абсолютно точно. Вас как убеждали? Долго вас пришлось убеждать? Нет, вопрос, лично меня никогда никто не убеждал. Вопрос, это моя любимая работа, во-первых, и моего коллектива. Это же компания 20 лет работает на рынке. Все мы те, которые по желанию или желанию государства всегда исполняли. Но в ногу тем временем, которое было. Так, правильно. Да, и вопрос обновления подвижного состава, вот, который мы даже сейчас получаем или в последующем будем получать, и до этого получали, она, скажем, промышленность не успевает за потребности общества за новыми транспортными средствами. И тут не то, что я не хочу или другие перевозчики не хотят покупать подвижной состав. Даже при наличии у вас ресурсов, лизинговых, там, кредитных, собственных средств, выйти на рынке, автобус купить невозможно. Мне говорят, я хочу, вот деньги проношу, говорят, вот 1 августа получишь. В лучшем случае, если не перебьет кто-то. То есть спрос повышенный. Раньше производственники за нами очередь стояли, продавали, купите автобусы. Теперь наоборот. А мы сейчас уже, дайте Теперь нам наоборот. автобусы. И они нам говорят, вот 23-й год, пожалуйста. Спасибо. Олег, вы на связи, вы нас слышите? Да, я тут. Помните, 3 года назад вот в этой студии мы с вами обсуждали начало транспортной реформы. И помните, вы говорили, да, что в полной компетенции заказчика в лице муниципалитета прописать все условия там, маршрута, которые должен выполнять конкретный перевозчик. И вы тогда удивлялись, почему муниципалитет, городская администрация Уфы не пользуется этими возможностями. Помните? Да. Все же, в принципе, остается так же или есть какие-то изменения? Скажите, пожалуйста. Ну, дело в том, что, конечно, все остается так же. И есть полные полномочия муниципалитета регулировать рынок через, значит, конкурсную документацию и проведение, значит, торгов, либо, значит, конкурсных процедур предоставления работы на маршруте. Просто единственное, что он не может им пользоваться. Он не пользуется не потому, что он не хочет, он не может этим пользоваться. Почему? Вот количество автобусов в любом городе постоянно, их ни больше, ни меньше. И если сейчас одни автобусы отодвинуть от рынка, другие на его место не придут и не встанут. А рынок не терпит пустоты. Мы и так вот сегодня чувствуем, что когда мы убрали пазики без достаточной подготовки для этого, мы получаем определенные проблемы. Я очень надеюсь, что их, конечно, решим в ближайшем будущем, как-то что-то где-то заменим, отрегулируем, настроим.
Вот. Меня немножко другое пугает, вот эта вот такая святая вера в брутоконтракт. Почему? По одной простой причине. Если мы сегодня не в состоянии контролировать выручку перевозчика, на брутоконтракте мы оставляем за ним право собирать эту выручку, и где гарантия, что он всю эту выручку будет отдавать государству? Нет никакой гарантии. Почему? Потому что, еще раз говорю, мы сегодня не в состоянии контролировать перевозчика от слова совсем. Что я от себя могу ответить нашему эксперту, да, что вот это именно та часть работы, которой мы сегодня занимаемся. Правильно ли я понимаю, что переход на брутоконтракты подразумевает серьезный надзор за перевозчиками? Да. И что делает администрация города, Министерство транспорта для того, чтобы создать вот эту службу надзора? Я правильно же понимаю, что сейчас над этим работают? Смотрите, она уже существует. Тут проблематика на сегодняшнем этапе, проблематика немножко в другом. Те контракты, которые действуют на данный момент у частных перевозчиков, да, они были разыграны некоторое время назад. Хорошо. Они были разыграны по нерегулируемым тарифам. Нерегулируемый тариф, он, в принципе, здесь вот я с мнением не могу согласиться, механизмы контроля, они там, по сути, минимальны. Там есть 3-4 ключевых условия, которые являются существенными нарушениями. Это, значит, непередача данных в ГЛОНАСС, это, там, по-моему, классность автобуса, да. Ну, то есть там возможности контроля ограничены все-таки, да? То есть сейчас вы перевозчика не можете заставить, чтобы он ездил по времени... И мало того, мы еще не можем отменить прежний контракт. Это же была конкурсная процедура. А когда они закончатся, эти контракты? Ну вот смотрите, некоторые из них заканчиваются только через 26 году. Понимаете, и перед нами встает дилемма, да? Либо мы, и перевозчик нас слышит, либо мы, так сказать, прекращаем его деятельность путем каких-то судебных разбирательств по тем нарушениям, которые... И сознательно идя на конфликт, да? Да, ну, как это и происходит? Либо перевозчик к нам прислушивается, и дальше в рамках там, перехода на брутоконтракты, возможно, по некоторым там вариантам это действительно могут быть нето-контракты. Мы сейчас преждевременно об этом говорить. Мы эту финансовую модель при помощи институтов вырабатываем. Александр Иванович, ну вот, наверное, все-таки вопрос больше к городу, да? Вот эти вот известные всем определенные конфликты, которые возникают в последнее время, они связаны именно с этим? С тем, что вы предъявляете справедливые требования перевозчику, чтобы он их выполнял, он их не выполняет, и вам нужно как-то на него воздействовать. Ну, смотрите, вот здесь можно привести... Это я очень аккуратно подбираю формулировки. Можно привести хороший пример несовершенства 220-го федерального закона. То есть, если у нас перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, то у них обязательство в рамках этого закона – это максимальное количество автомобилей на линии. То есть свыше которого он не может использовать. Например, маршрут номер 1, на нем работает 40 автобусов, 41 автобус уже нельзя. Но если будет ездить хотя бы один автобус, у администрации нет никаких оснований, чтобы предъявить какие-то претензии. Спасибо, мы вернемся в студию буквально через несколько минут рекламы. Не переключайтесь. Руслан, летом в Уфе обещают сделать платные парковки. Летом этого года уже, да? Да, в центре города. А на чем ездить-то тогда? Ну, надо, как в Москве, уже заранее планировать свои передвижения, на чем ты доедешь до той или иной точки. А на самом тут деле, же вопрос в автобусах, количестве. Вопросов много, но мы же и говорим, что в чем заключается комплексная транспортная система. Да? Это в целом не только автобусы, там их количество, это другие виды транспорта, это организация дорожного движения. Вот давай об этом еще тоже поговорим. Не переключайтесь. Смотрите далее в программе. Автобус или перевозчик не сможет выполнить расписание, если автобус будет стоять просто в пробке. К началу лета у нас эти платные парковки появятся. Куда пойдут деньги? В какой бюджет? Будущее Уфы больше трамвай. У вас есть вот понимание какой-то концепции, к чему мы должны прийти? В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем реформу общественного транспорта в Башкирии. И это, конечно, не только разговор про автобусы и их количество. Это и правильно проложенный маршрут, и умные остановки, и умные светофоры, и еще платные парковки в деловом центре Уфы, который буквально перегружен легковыми автомобилями. Посмотрим сюжет и обсудим. В будние дни маленькая улица Кустарная, одна из самых загруженных. Сюда едут со всей республики, привозят пациентов в республиканскую клиническую больницу. Но вот запарковаться по правилам почти не получается. Места обычно заняты автомобилями местных жителей и местных офисных работников. Места нету. Вот приехал за супругой, после операции забрал.
лучше деваться некуда. В поисках свободного местечка водители, естественно, заезжают во дворы. Местные жители пытаются хоть как-то отвоевать свое место. Подручными средствами ограничивают въезд. Стоит цепочку только не закрыть, здесь поставить машин некуда. Сократить количество машин в историческом центре Уфы должна новая городская инициатива – платные парковки. К 1 июня территории ограничены улицами Заки-Валиди, Аксакова, Революционной, Айска и Воровского. Администрация города обещает обустроить 3700 паркомест. Оставить машину будет стоить предварительно 40 рублей в час. Действовать такой режим будет в рабочие дни с 7 утра до 9 часов вечера. Детали проекта будут озвучены ближе к лету. Ну, если они будут относительно недорогие, там примерно рублей 30-40, максимум 50, то можно, конечно, я платил бы. Честно сказать, я подъезжаю обычно всегда в центральный рынок. Там платные, там не платные же, там сейчас, по-моему, с лишним. Удобно. Я вот на такие парковки стараюсь стать. Мы говорим автобусы, маршруты, интервал, расписание и так далее, брутто-контракты. Но ведь мы понимаем, что транспорт – это система. Общественный транспорт – это система. Это не только автобусы, это все остальные виды транспорта, это организация дорожного движения, это качество тех же самых дорог. Умные остановки и умные светофоры. Интеллектуальная транспортная система, о которой мы говорим, это целый комплекс вопросов, И вот этим, конечно, занимается Министерство транспорта ваше, безусловно. Вот говоря об единой транспортной системе, скажите, пожалуйста, у вас есть понимание какой-то концепции? К чему мы должны прийти? Конечно, есть. Это первое, что мы сделали, выработали концепцию, к чему мы должны прийти. Вы, опять же, совершенно верно все отметили. Интеллектуальная транспортная система – это очень важная составляющая часть. Просто потому, что даже элементарная ситуация – автобус или перевозчик не сможет выполнить расписание, если автобус будет стоять просто в пробке. Да? Да, Где-то в час пик он встал в пробке, и вот расписание полетело. Да? Поэтому, конечно, мы должны наводить порядок на дорогах, мы должны наводить порядок в парковочном пространстве. Да? Мы должны мониторить ситуацию на дорогах в реальном режиме времени. Вовремя чистить снег на остановках общественного транспорта, да? Абсолютно точно, да. Мониторить ситуацию в режиме реального времени, да, в том числе и по чистоте дорог и очистке этих остановок. Это реально заработает, скажите, пожалуйста. Конечно. Вопрос как раз заработает. О системе и о том, что у нас заявлено летом введение в центре города Уфы, в деловом центре города Уфы, платные парковки. Насколько, скажите, Олег, насколько готов город к платным парковкам? Люди же будут задаваться вопросом, а на чем мы будем там ездить? Смотрите, вопрос введения платных парковок у нас уже прорабатывается не первый год. Да, мы это знаем. Были разные концепции. Были разные концепции, абсолютно верно. И Уфа, это один из тех городов, которые уже самыми последними среди городов-миллионников вводят платные парковки. Поэтому у нас была возможность посмотреть, как это делали другие города. То есть мы сейчас ведем все подготовительные работы, завершаем уже финансовые расчеты. И поэтому в ближайшем будущем, уже к началу лета, у нас эти платные парковки появятся. Олег, если первые концепции, они включали возможное участие частного бизнеса в этом проекте платных парковок, сейчас этим будет заниматься муниципалитет. Мы правильно понимаем? Мы создаем муниципальное предприятие, администратор парковочного пространства, который как раз-таки должен заниматься администрированием платных парковок. То есть у него в штате будут специалисты, которые каждый день ходят по улицам и контролируют. Простой вопрос, который интересует жителей. Куда пойдут деньги? В какой бюджет? Деньги, и кому? И в чей карман? Деньги, сбор от платы, они поступают напрямую в бюджет города. В бюджет города? И здесь, они как-то окрашены будут? Для чего-то, здесь важно понимать не только, куда они поступают, а на что они потом будут использоваться. Потому что мы посмотрели очень хороший опыт Москвы, и они используют это финансирование, которое поступает с платных парковок, на благоустройство, на строительство новых улиц, на озеленение. И мы хотим направить это финансирование также на развитие города. Большой вопрос Олегу Арефьеву. Олег, как вы смотрите на то, чтобы муниципальный оператор отвечал за платные парковки в центре Уфы?
Отлично смотрю, если это будет грамотно сделано в рамках какой-то цельной программы, то есть совместно, значит, с улучшением работы общественного транспорта, с ограничением въезда во дворы, которые сразу же забьют автомобилисты, которым запретят ставить. То есть как часть определенного плана механизма, почему нет, это работает во многих городах. Я, наверное, только вам очень быстро объясню, почему не заработала первая концепция, которая была... Коротко, если можно, да? Очень быстро, буквально в 2 словах. Не было механизма, обязывающего передавать данных из ГИБДД в оператору платной парковки. То есть, когда он фиксировал номер автомобиля нарушающего, а наказать автомобиль он не мог, он должен был получить данные водителя. А ГИБДД не передавал эти данные. И только в прошлом году был принят федеральный закон, на основании которого данные передавались. Москва получала данные условно в отдельном договоре, по отдельному договору мэрии с МВД. Остальные его заключить не смогли. Сейчас этот договор есть. Сейчас мы абсолютно спокойно можем запускать платные парковки. Если это не будет просто нарисовали мелом на асфальте и начинаем собирать деньги, а именно часть концепции внятной и понятной, я отношусь к этому прекрасно. Спасибо большое. Много лет эксперты говорят о том, что трамвай для Уфы – идеальный магистральный транспорт, связывающий разные районы города. К тому же экологичный. Не трамвай, так может электробус, подумали власти Уфы и взяли на пробу. Давайте посмотрим сюжет и обсудим. Сухой трамвай – это раз, а во-вторых, они вот этот вот тепло попался трамвай, а так вообще холодный трамвай. На нем нереально ездить, особенно когда на улице. Бывает минус 20-25 градусов. В качестве средства передвижения трамвай выбирают лишь на тех улицах, где нет никакой альтернативы. Например, на Зорге. Холодные шумные вагоны едут медленно, да и дождаться их не всегда просто. Меня устраивает то, что приходится ждать трамвай по 25-30 минут. Либо он приходит и едет в депо, либо вообще не приезжает. И до дома доехать невозможно. А когда-то все было иначе. По словам директора управления инфраструктурой и транспорта Радика Зарипова, в прошлом трамвай обслуживал более трети рынка пассажирских перевозок Уфы. Сегодня многие специалисты и уфимцы полагают, что решение убрать пути с проспекта Октября было ошибочным. По мнению все-таки специалистов, на сегодняшний день это было решение все-таки неправильным, скорее всего. Пока же состояние трамвайной сети оставляет желать лучшего. Обновить трамвайный подвижной состав в скором времени Уфа сможет за счет московского транспорта. Как говорят специалисты, даже бывшие в употреблении московские трамваи гораздо новее тех, что ездят по уфимским улицам. Ожидаем мы прибытия с Москвы 50 трамваев. 23 из них будут модели Татра и 27 будут модели КТМ. В последние недели на улицах Уфы можно было встретить и электробус. Современная модель транспорта будущего проходит испытания башкирской зимой. Несмотря на питание от электричества, в транспортной системе электробус ближе скорее к автобусу, чем к троллейбусу. Данные испытания должны показать, насколько эффективно показывает себя электробус в условиях зимней эксплуатации, непосредственно в городских условиях. То есть до этого проводились испытания в специальных камерах от минус 40 до плюс 40. Себя он там зарекомендовал очень хорошо. Вот на данный момент проходит испытание здесь, в городе Уфа. Уфимец Артур Нигамедзянов транспортом интересуется с детства. По его мнению, электробусы слишком дороги в эксплуатации. С учетом обслуживания гораздо выгоднее закупать обычные автобусы. Стоимость одного электробуса равняется стоимости 3 автобусов НИФАС, которые вот осенью приехали в Уфу. И как-то кажется, это нерациональным покупка, например, 20 или 30 таких электробусов. Они не решат никакой проблемы. А главным транспортом в городе, по мнению Артура, должны стать трамваи. Ведь в случае объединения северной и южной ветвей трамвайной сети, обновления подвижного состава и грамотного планомерного развития системы, пассажиропоток у уфимского трамвая вырастет многократно. Будущее Уфы больше трамвай. То есть в Уфе должно быть 1 или 2 крупных трамвайных сетки. То есть это получается сеть из севера на юг. И, допустим, из Зеленой Рощи можно было бы сделать выход на проспект Октября и то же самое затронуть железнодорожный вокзал. Хотя, например, если бы у нас трамвай ходил по тому же самому узкому мосту, который сейчас будут реконструировать в Дему, то это бы придало большой скачок для развития вот этих территорий. Электробус, метро – это уже из области научно-популярной фантастики на самом деле, да? Трамвай. Многое в последнее время говорится, Александр Владимирович, Олег, по поводу проектов возрождения либо обновления трамвайного парка. Реально, на что мы можем рассчитывать? Реально.
Сейчас у нас идет поддержка со стороны Министерства транспорта Российской Федерации, и это именно речь о возрождении электротранспорта, софинансировании таких масштабных проектов, потому что это действительно очень дорого стоит. Мы предварительно оценивали стоимость от 20 до 30 миллиардов. Это реализация только первого этапа в Уфе, соединение северной и южной части и реконструкция существующих трамвайных сетей. То есть очень капиталоемкий проект. Мы планируем подавать заявки, и Уфа у нас в перечне пилотных городов, которые могут претендовать. То есть мы рассчитываем на федеральное финансирование в этой части, да? Если будет федеральное финансирование, то мы это все реализуем. Финансирование тоже не первый год слышим. Александр Владимирович, да. Насколько реально реализовать проект возрождения трамвая? Смотрите, я скажу, да, так, это на сегодняшний день вот это настолько дорогая история, что, наверное, ни один регион, там, кроме Москвы... Самостоятельно не потянет. Кроме Москвы, да, самостоятельно эту историю реализовать не сможет. То есть один трамвай, там, двухвагонный трамвай стоит, 65 миллионов, условно говоря, да. Автобус на сегодняшний день, даже с учетом произошедшего очень серьезного роста, стоит там 12-14 миллионов, да. Резюмируя наш сегодняшний разговор, да, вот у нас в программе есть такая любимая фраза «свет в конце тоннеля». В данном случае свет в конце транспортного тоннеля. Александр Владимирович, вот в чем вы видите свет в конце тоннеля с транспортной реформой? Его не может не быть, он есть. Смотрите, задача номер один – это в городе Уфа существенное улучшение обслуживания пассажиров именно автобусами. Это вот задача номер один. Да? Так, чтобы были прямо вот... значимые результаты, которые почувствуют сами жители Уфы. Давайте там обозначим какие-то такие сроки. Это, наверное, все-таки первая половина следующего года, да? Фанис. Учитывая, что ковид все-таки есть на сегодняшний день 2 года, эта транспортная реформа, она Будем надеяться, что с ковидом мы историю закончим в этом году. Потому что она, экономика не только нашего бизнеса, плюс бюджет республики пострадал, весь бизнес пострадал. Она сильно повлияла, надо признать. Поэтому с учетом корректировок ковид, к концу следующего года я вот... Даже будет транспортная работа, будет брутто-контракт, не будет брутто-контракт, регулируем тариф. Думаю, к концу года... В любом случае работать надо, Фанис. Не, мы работаем. Работать надо. Олег, коротко. Для меня идеальным показателем работы будет, если вместо тех жалоб, которые будут поступать, конечно, люди будут говорить спасибо. То есть я стремлюсь к этому. Мы все бы этого хотели, на самом деле. Да, вернемся к Санкт-Петербургу. Коротко, пожалуйста, резюмируйте, в чем вы видите свет в конце тоннеля. Во-первых, да, позитивная динамика, конечно, однозначно есть. И более того, лично у меня почему тут есть определенная надежда, что не без скрипа, не без проблем мы все-таки должны сдвинуться с места. Тем более, тоже я так понимаю, что дело принципа для многих, и в том числе руководителей. Что касается трамвая, честно говоря, я не буду сейчас уходить в подробности, но я не вижу перспектив его, к сожалению, в Уфе. По ряду причин. Что касается в целом транспортной реформы, пока мы не создадим модель, именно конкретную, основанную на транспортном спросе, новую маршрутную сеть и все остальное, мы будем ходить по кругу. Хотелось бы идти вперед. В целом, если в 2 словах, так. Понятно, спасибо. Уважаемые гости, спасибо, что нашли время прийти. Спасибо вам большое за предметный, конструктивный и, главное, честный разговор. Транспортная реформа, которую мы сегодня обсуждали, не просто покупка новых автобусов, универсальная платежная карта или красивый логотип. Важнейшую задачу создания в республике комплексной транспортной системы надо довести до логического конца. Тем более внимание к этой теме не дает расслабиться ни перевозчикам, ни чиновникам. Как в классической КВНовской шутке. А как по-башкирски будет вперед? Алга. А назад. А нету в нашем языке слова «назад». Если нам надо, мы разворачиваемся и опять алга. Так что, ребята, только вперед. Назад дороги нет. Это ведь действительно не шутки разрулить уфимские маршрутки. До свидания. Берегите себя и своих близких. Всех защитников Отечества сегодня с праздником. Смотрите «Честно говоря» на канале БСТ и во всех соцсетях страны.